Так, всем привет, друзья! Смотрим внимательно. На данный момент сколько билетов. И самое главное найти своих билетов. Внимание на экран. Так, чуток увеличу. Так. Потихоньку идем. Смотрим внимательно. Так, 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 так. Немножко на полчаса задержался. Работы много. И по заказу тоже параллельно делаются. Так, находим, обнаруживаем свои номера. Так, что-то иду. Слишком близко. Вот, друзья, иностранцы подключены. Так, дальше смотрим. Вот, друзья, Казахстана подключаются. Так. Ну вот. 109. На данный момент 109. Всего ничего. Ну, для первых пару дней, по-моему, ничего. Самое главное, ребята, пишите свой мобильный номер сообщения получателю. Многие пишут, а некоторые все равно то ли не знают, то ли забывают. Вот. Если отсутствует ваш номер, пишите по WhatsApp, отправьте чек, будем сверивать. Коли его нету, проверю и напечатаю. Вот. Что еще нового? Работа и работа, работа. Так, завтра, надеюсь, покажу первые десятки, 11 ножей из PGK. По возможности протестируем, на что они способны, посмотрите. Вот, клинки все 12, чуть меньше некоторые. Нужна кожа. Отличная сталь, отличные ножи. И хочу тем ребятам показать, успокоить как бы душу. Заказали, долго ждали. Внимание на экран. Так, вот ножички, которые заказаны. И вот два красавчика пешни, которые тоже ждут отправки. К сожалению, как оно работает, ну, на канале можно найти. С бычьего хвоста, в коже, шейники, даже близняшка есть. Так что, ребята, охотно заказываем. Сегодня у нас число 8, если не путаю, 8. Ну вот с числа так 20 уже принять заказы, приму этим со старыми ценами. А вот потом отправка будет в Новом году, наверное. Так что по старыми ценами закажите. РВЛ-ка пока в наличии. Фикрони тоже в наличии. С Кромаксом пока руки не дошли.
тест прошел только ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Вот. Ну, все-таки немножко уступает в качестве от Фикрони. На Фикроне действительно там, где станок не касался, даже это место не ржавеет. Очень хорошая сталь, оказывается. А вот Кромакс, там, где дол, там, где обух, где там станок не касался, там тоненьким слоем, не сильно так сразу ржавеет, а не мгновенно, но все-таки чуть-чуть появляется в течение долгого времени. Я их достал, там 3 дня сначала, потом сунул на 7 дней. На 7 дней. Но там, где режущая кромка, остальное, спуски, кончик, там, где касался станок, там вообще не ржавеет. Не ржавеет. Вот. Сейчас следующий тест там будет нержавеющие способности. Говорят, что супер-гупер. Но, к сожалению, забой закончился. Лоси уже, как говорится, сезон закрыт. Да и холодно, 49. Вот. Придется тестировать так. Вот. Ну, кости рубит, удары прочные, да, действительно есть такое. Вот. Больше верьте, как говорится, другим рекламщикам. Вот. А так, лично сам все спрашивают, почему не тестируете, почему не показываете и так далее. У каждого, ребята, мастера свои рамки тестов, свои правила. Вот. Многие могут подумать, что бережет нож, достойно ли, не до конца тестирует и так далее. Это не так, ребята. На самом деле это заразная штука, как стали тестировать на экране. Это пошло все из выставки Клинок. Там действительно тестируют, баллы вставляют, баллы воздушные какие-то, честные, нечестные. Вот. Однажды я в Ютубе посмотрите, Урдыли Эдуард спорится с судьей, есть такое было. Я не поверил, сам вышел, оказывается, даже лучше, чем чемпионский ножик. Вот. Все так и есть. Ну, выставка выставкой, само собой и так далее. Первая режущая кромка все равно заканчивается. Потом становится чуть потолще. Но это не значит, что он не будет резать. Он все равно будет резать. Топор хорошо режет. Батыя очень хорошо режет. Тут толщина режущей кромки становится в микронах чуть-чуть побольше. Чуть-чуть шире. Больше и ничего. Все равно всю жизнь хватит этого стали. Всю жизнь. Вот. На днях, когда ковал, решил, ну, валялся тут у меня клиночек старенький, заготовочка вернее. Вот. И заодно его в горн газовый. Пару ударов. И я подзабыл, какой хороший, мягкой сталью я работал, когда начинал. Сталька алмазная, сталька 9ХС, У10, вот такие мягкие, хорошенькие, как ватные, становятся
определенной температуре. А нынешние заморские от плотности стали, от порошкового и так далее, ковать, ну, уже, что скрывать-то, уже было непросто, а сейчас уже привычно. Но уже ощущение, как когда я начал, те времена всплыли и так далее. Оказывается, очень мягкой стали, играл много лет. Очень мягкой. Так что речи кромки из любой порошковой стали дольше держит однозначно. Вот. Но после, если дополнить протестов, если показать, как надо или как не надо, многие сразу берутся и сразу начинают что-то рубить, гвозди грызть и так далее, и так далее. Вот. Потом все равно есть предел любому металлу, правильно? Лопнет и так далее. И каждый человек имеет свою силу, имеет силу удара, вот, градус удара, скорость удара, правильно? Не все одинаково бьют. У кого-то двухметровый, кто-то или кто-то выше 2 метров, и сила удара, соответственно, другой. А ножик, реющей кромкой у якутского ножа, тоненькие, совсем тоненькие, как фольга. Куда она денется? Основная задача — разделка. Он выполняет эту работу. Да, что-нибудь там еще построгать можно спокойно. Но голова не только для еды, но и для другого тоже создана. Вот. Так что подумайте, прежде чем резко что-то сделать. Так-то вот так. 109 в данной ситуации это 109 делим на 22. Получается сколько? Вот. Столько участника получается шансы. Вот. 5 на 5 человек буквально, грубо говоря, один ножик. И если у вас 5 билетов, соответственно, ножик гарантированно ваш. Так что участвуйте, вот, укрепляйте позиции. Следующий раз, это будет воскресенье вечером, буду сверивать, показать номера. До этого, к сожалению, не получится, наверное. Вот, дорога ждет. Так что тыдым-сюдым поеду и приеду. Так, те, которые ножи готовы, покажу завтра. Вот. И отправка хозяевам заказных ножей. Всем удачи. Спасибо за внимание. Участвуем.